Подлый удар в спину тем, кто в пандемию, скрипя сердце, отставив на второй план личные проблемы, семью, детей, борется за жизни людей. По-другому не назовешь интернет-вброс, ставящий под сомнение профессионализм, честь и достоинство врачей республики. Вот и сейчас, комментируя перед телекамерами неоднократные информационные нападения на коллег, врачи искренне недоумевают. За что? Начинают в грязные какие-то дела вмешивать, в грязь втаптывать. И люди, которые не знают этого, они, конечно, поверят. Не хотелось, чтобы так было. Работа врачей – это тяжкий труд, который отнимает много здоровья, много сил. И зачастую врачи именно живут только работой, а личную, семейную жизнь они видят изредка. Так что на такие жертвы идут врачи, а наш народ и политические силы используют не очень честные и справедливые методы, очерняя честь и достоинство белых халатов. Вот этого, конечно, хотелось бы, чтобы не было. 2 недели назад в Туве работали эксперты из 3 регионов России. Врачебный десант прибыл по просьбе еврея главы Тувы Владислава Хавалыга, чтобы оказать нашим врачам помощь в борьбе с пандемией. После детального ознакомления с работой медучреждений вывод профессионалов был однозначен. Здравоохранение Тувы, несмотря на ограниченные ресурсы, на удивление эффективно выстроило работу по противодействию коронавирусной инфекции. Вот что хочется отметить, что адекватный подход к терапии в любой группе населения, будь это дети, будь это беременные женщины, будь это старшая возрастная группа, будь это лица молодого возраста. И, как действительно было уже сказано, индивидуальный подход к каждому из этих пациентов. Меня впечатлила работа медиков, как я присоединяюсь к словам, которые сказал наш коллега. Их очень самоотверженный труд, особенно реаниматологов, потому что самые тяжелые больные концентрируются в отделении реанимации. И сравнивая свою работу с работой ваших врачей, я считаю, что они ни в чем нам не уступают. В такой трудный период покушение на честь и достоинство людей в белых халатах недопустимо, пусть даже в избирательную кампанию, отмечает автор открытого письма. Вместе с призывом к населению не поддаваться провокациям, медики благодарят тех, кто помогает и поддерживает их в такой сложный период. Слово ранит, но слово и лечит, а тех, кто говорит врачам искренне спасибо, все-таки больше. Мадр Сандал, Владимир Суртук, Мирана Иргит, Тува 24.